Добрый день, уважаемые участники. Всех приветствую участников проекта «Школа юного исследователя Эркён». Сегодня мне посчастливилось сделать анализ работы ученика 9 класса Артемия Михайлова «Динамическая историческая модель анатомии внутренних органов человека по-якутски». Работа Артемия Михайлова мне очень обрадовала. С первых кадров видеосюжета уже понятно, что участник профориентирован на медицину, обучаясь пока еще только в 9 классе. Обычно в этом классе не все дети знают, кем будут, какую профессию выберут. А Артемий уже точно знает, кем будет, и даже примерно определил, какую медицинскую специальность он выберет. Он сказал, что будет в будущем хирургом. Но мы все понимаем, что хирург – это очень серьезная специальность, и, конечно, знание анатомии требует очень серьезную работу, и хирург должен очень хорошо знать анатомию. И вот я бы здесь привела слова известного в свое время акушер-гинеколога Губарева. Он в свое время писал: «Без анатомии нет ни терапии, ни хирургии, а одни лишь предметы да предрассудки». Поэтому Артемий выбрал для себя совершенно правильное направление, я думаю, работы, потому что если он себя видит в будущем медиком, хирургом, то он именно как раз начал с того, с чего должен начать свой интерес к медицине, именно с анатомии. И вот за это я Артемия просто полностью поддерживаю. Я очень рада, что эта работа именно представлена вот в вашем проекте. Но вообще создание макета анатомии человека своими руками, ребята, это тем более такая вот трехмерная модель, я бы сказала, что это очень сложная, очень кропотливая работа, поскольку сначала ведь надо изучить материал, источники найти, литературу найти, учебные источники. В этом направлении, я смотрю, Артемий в принципе хорошо поработал. Он даже нашел источник начала 20 века, книгу доктора Фета. Но вы помните, что в тот период в основном для изображения анатомических органов, изображения вообще человека использовались в основном карандаши и краски. И вот в своей работе Артемий именно использовал такие, вот именно этот материал, это бумага, это карандаши, это краски. Поэтому очень, вы знаете, так очень серьезный, творчески он подошел к данной работе. Но мы все знаем, что в современное время в основном ведь популярны цифровые технологии, и, как правило, ребятам больше нравится делать модели при помощи компьютерных технологий. Они любят рисовать в 3D-модели именно в компьютере, особенно вот наши студенты. Но такой подход, на мой взгляд, особенно в период развития ребенка, вот в период школьного возраста, на мой взгляд, это не развивает память. Я в этом абсолютно убеждена. А когда вот ребенок мастерит своими руками, то это больше и лучше запоминается. А кликовая память в этом возрасте, и мы это наблюдаем в процессе преподавания, она, к сожалению, недолгая. Поэтому всех ребят я призываю, тех, кто вот в будущем себя видит в медицине, то обязательно начинайте с изучения анатомии, и причем надо в руки брать карандаши и ручки, и плюс краски. Вот только тогда вы сможете очень хорошо освоить эту очень сложную дисциплину анатомии человека. У нас студенты всегда усложняются, им очень сложно на первом курсе изучать этот предмет. И вот если вы будете готовы, если вы уже будете знать анатомию, то это будет, конечно, очень легко в изучении на первых 2 курсах в медицинском институте. Но единственное, что мне как-то немножко вот не то чтобы не понравилось, есть такое небольшое замечание именно по теме, да, по теме представленной работы.
Значит, тема называется «Динамическая историческая модель анатомии внутренних органов человека по-якутски». Да? Здесь мне несколько было непонятно, почему это историческая модель. Может быть, из-за того, что он использовал работу значит, источников начала XX века, может быть, он это хотел сказать. Мне кажется, можно было бы здесь ограничиться названием «динамическая модель анатомии внутренних органов человека». И еще вот последнее по-якутски тоже немножко непонятно, потому что здесь можно было бы тоже вот это слово как-то заменить. В основном, конечно, замечания были вот в таком плане, но если внимательно, конечно, посмотреть уже в структуру органа, то когда вот он листал сердце человека, я там уже увидела несколько ошибок в форме, то есть внутреннем строении сердца. Но это, знаете, не столь важно. Я еще раз повторяю, во всех анатомических школьных работах достаточно вам показать форму органа, достаточно показать вам, где располагается, потому что многие наши абитуриенты, которые поступают в медицинский институт, они даже не знают, где точно располагается наше сердце, где находится у нас желудок, не знают, где располагается кишечник человека, легкие. Поэтому вот это вот, в принципе, уже очень важный компонент в данной работе, представленный Артемием Михайловым. Что касается дальнейшей работы, да, я думаю, что Артемию дальше нужно продолжить работу по другим системам. Предположим, это головной мозг еще больше раскрыть, потому что головной мозг, он тоже очень интересен. Можно было бы дальше сделать не полный макет, а какими-то областями тела человека. Тоже интересно. Например, взять только область головы и раскрыть полностью область головы. Область головы очень интересная область, она самая сложная область, потому что здесь располагается, кроме центральной нервной системы головного мозга, здесь располагаются еще наши органы чувств. Это орган зрения. Анатомия только одного органа зрения настолько сложная, настолько интересная, там столько слоев. Вот, предположим, глазное яблоко, оно состоит из 3 оболочек. Сюда входит и роговица, и склера, и хрусталик, и радужка, и стекловидное тело, и сетчатка. И все это настолько интересно. И вот можно было бы в дальнейшем, я думаю, да, Артемий, как-то вот если он хочет развивать дальше такое вот анатомическое исследование, да, то есть анатомическую свою работу, то разделить можно уже по органам отдельно сделать, тоже послойную вот такую вот топографию, да, то есть послойный рисунок, или же сделать в целом по какой-то области отдельной, и вот лист за листом раскрывая, было бы очень интересно, кстати говоря, ребятам посмотреть, что, например, в полости носа происходит, что в полости рта имеется. Поэтому вот в этом направлении, я думаю, Артемию надо обязательно развивать свою работу. А уже поступив в наш медицинский институт, в принципе, мы можем уже перейти, мы с ребятами работаем. Это уже модель 3D с использованием компьютерных технологий, да, тоже очень интересно. Наша кафедра как раз ведет такую работу, создание учебных пособий в 3D-модели, причем сделанные именно руками самих студентов. Конечно, там тоже технология очень сложная, вот, поэтому здесь я бы сказала, что Артемию есть куда развиваться, и мы его ждем. Это очень хороший будущий хирург. Я думаю, что из него получится действительно очень хороший хирург. Он будет хорошо учиться. Нам нужны такие профориентированные дети. Нам нужны дети, которые знают анатомию человека, потому что это очень важно. Здесь я бы хотела подчеркнуть еще одно изречение Ефрема Осиповича Мухина. Он в свое время сказал: врач не анатом, не только бесполезен, но и вреден. Поэтому, ребята, анатомия
это важно, это база медицины. Еще раз повторяю, если вы хотите стать в будущем медиками, начните, как Артемий, именно вот с этой части, именно с изучения анатомии. Поэтому желаю всем всего самого доброго. Берегите себя. Сейчас время очень сложное. Берегите своих близких, родителей. Ходите везде в маске. Соблюдайте все санитарно-эпидемиологические мероприятия. Это важно, поскольку мы должны защитить наше население. А вы знаете, что молодежь является переносчиком вируса ковид. Поэтому я бы вот хотела пожелать быть очень самостоятельными, серьезными, ответственными. И желаю всем всего самого хорошего. Здоровья вам и благополучия. Спасибо.